Что это такое? Аргудуется. Так, друзья, что-то у меня тут опять пошло не так. Одну минутку, друзья. Понять, почему так. Что-то пошло не так. Как меня видно, друзья, как меня слышно? Камера показывает горизонтально, правильно? Скажите, как сейчас изображение? Что-то у меня он тут барахлит. Ну да ладно, попробуем так. Всех приветствую, друзья. Была камера горизонтально. Ясно, короче говоря. Ну да ладно. Начнем, как говорится. Чуть-чуть еще ниже. Опустим. Итак, сегодня 29 июня 2025 года, 17 часов по Берлину, 17 часов 4 минуты по Берлину, 18 часов 4 минуты по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Украина сбила 4 самолета РФ, в ответ Россия бьет по мирным людям». В принципе, как обычно. И всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте. Ссылку на наш, хотя лайки ставить безопасно, но на всякий случай можете не ставить. Смотреть тоже безопасно, как я полагаю.
Что еще? Ну, как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Генеральный штаб про 4 самолета скажут только завтра, скорее всего, Генеральный штаб, потому что их сбили сегодня. Я так полагаю, их сегодня сбили. Или вчера сбили их. Их сбили вчера. За прошедшие сутки ликвидировано 1220 российских боевиков и ранено 1220. Итак, 6 танков уничтожено, 7 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 147 БПЛА, 93 автомобильной техники и цистерны. Уничтожено. Так, что еще? Ну и за прошедшие сутки. 28 июня 2025 года Украина сообщила о поражении 4 российских самолетов в рамках операции, проведенной Службой безопасности Украины. Это произошло в результате атак дронами на российские военные аэродромы. По данным СБУ, были поражены стратегические носители крылатых ракет, включая самолеты. Я что-то не понял. Сейчас, одну секунду. Одну минутку. Су-34, вот о чем речь. Украина сообщила об уничтожении российских самолетов вчера, российских самолетов Су-34, точнее позавчера уже, 27-го. Ударами дронов уничтожены 2 Су-34 на аэродроме Марьиновка в Волгоградской области. Еще 2 повреждены, заявили ВСУ. Российские официальные лица не комментировали это сообщение. Украинские военные в ночь на пятницу, 27 июня, атаковали аэродром Марьиновка в Волгоградской области, поразив 4 истребителя-бомбардировщика Су-34 и техническую эксплуатационную часть, сообщил Генштаб ВСУ. Степень повреждения вражеской авиатехники и результаты повреждений уточняются, говорится в сообщении ведомства. Служба безопасности Украины, которая также участвовала в операции, заявили, что в результате атаки 2 Су-34 уничтожены и еще 2 повреждены. После атаки в технической эксплуатационной части, где производится обслуживание и ремонт самолетов, как утверждается, начался пожар. Удар по аэродрому нанесли дальнобойные дроны, уточнила спецслужба. Российские Су-34 – основные самолеты технической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам, отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия не комментировала заявление украинских силовиков. Россия не сообщала об атаке на аэродром, уничтожении или повреждении самолетов. Она также не комментировала заявление украинских ведомств. Минобороны РФ сообщила, что в ночь на 27 июня российские средства ПВО сбили в Волгоградской области 13 украинских дронов. Губернатор региона Андрей Бочаров писал, что дроны атаковали Суровикинский и Калачевский районы, а также город Волжский. Для ликвидации последствий временно ограничилось движение по мосту через Дон в Калачевском районе. Военный аэродром Марьиновка находится в Калачевском районе Волгоградской области. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. С чем я вас всех и поздравляю. Так, друзья, мне не нравится вот это наш такой формат.
Мне не нравится. Так как таким образом, когда вот вертикально у меня камера находится, на России нас вообще не видно. Вообще просмотры на России а, упали, упали, короче говоря. Дело в том, что они всячески, вот, как только могут, пытаются нам помешать. И вот видите, разные эти подхолопные товарищи заходят и пишут разную чушь. Ну, подхолопные, они на то и подхолопные, чтобы писать разную чушь. Как-то так, да. Подхолопные. Салам, брат Аслан, как ты думаешь, сейчас фашистская Российская Федерация пошли гонения на азербайджанцев? Это сигнал для всех кавказцев или выборочно? Шалом алейкум, брат дорогой, Эд, приветствую тебя. Да, я читал, смотрел вчера, что и сегодня не видел, правда, такие новости. Вчера я, по-моему, читал, или позавчера, что азербайджанцев начали прессовать, к большому сожалению. И это сигнал, ну это, знаешь, такое нагнетание идет обстановки. Азербайджанцы, как нам известно, поддерживают Израиль. И они очень такие тесные союзники с Израилем. И, на мой взгляд, и по всей видимости, это связано с тем, что сейчас ведь такая оголтелая, такая мощная идет пропаганда против евреев, против Израиля. Знаете, у чеченцев есть такая пословица: побоялся ударить коня и побил седло. Гора лата царахан нюралехта. Побоялся побить лошадь и побил седло. Вот американцев боятся, американцам улыбаются, Трампу кланяются, пятки его целуют, Путин там кланяется как только может. Все пытаются американцев обходить стороной, а вот израильтян, евреев пытаются вот сейчас атаковать. И это говорит о том, что сейчас начинается вот эта ситуация против евреев. И, конечно же, азербайджанцы. Азербайджанцы как союзники Израиля, как союзники Турции, всех кавказцев начинают гасить. И мне кажется, это делается для того, чтобы сейчас перехватить инициативу. Знаете, что какие-то огромные силы же, негативная энергия же накоплена на территории России, фашистской России. И сейчас вот эта энергия начинает потихоньку проявляться. Люди начинают вот, с войной в Украине, событиями, которые происходят в России. И Россия так делала в 1991 году, когда Советский Союз разваливался. Они фактически взяли все под свой контроль и, знаете, запустили встречный бандитизм. Вроде все Советский Союз развалился, КГБшники заползли под корягу, управляли всеми своими бандитами. Ментов никто не уважал, менты понимали, что советская система, она была античеловечная, и они тоже понимали, что они нарушали права людей. Ну и вот начали появляться вот эти банды разные. И вот эти банды начинали возглавлять все КГБшные вот эти товарищи. И вот мне сейчас кажется, сейчас они и азербайджанцев начинают преследовать, репрессировать, прессовать. Евреев начинают, и знаете, и вот эта русская община, да, русская община. Сейчас его русская община.
Андрей Ткачук его имя, координатор так называемый, ну этот, короче, представитель. И его фамилия украинская, да, и тоже не случайно, я думаю, у него фамилия украинская. Это, короче, братья-славяне должны объединиться против вот этой бусурманской, там, иудейской нечисти, так сказать. Вот так они, я так полагаю, вот в таких целях. И Ткачука они выбирают, что вот брать, помните, Джохар Дудаев говорил, вот под славянством они начнут там на Украину нападать там и так далее. И у них не получается победить Украину. И вот они начинают внутри уже России, уже под славянством объединять всех, ну и кого получится, украинцев перетягивать к себе. Так-то они собираются в долгую играть с Украиной, они не собираются отставать от нее ни при каких обстоятельствах. Поэтому мне кажется, вот в этом смысле они будут именно вот в этом направлении, мне кажется, нас терроризировать, ну, наших людей терроризировать. Так. Половина за Израиль, половина за Палестину, говорит. Ну, половина Палестина, Израиль это и есть Палестина. Понимаете? Вы, наверное, давайте не будем повторять вот эту всю пропаганду. Конечно, будут. Я удивлен, что не все 100%, знаете, столько пропаганды против евреев, против Израиля делается. Мне просто стыдно просто за этих людей, которые ну так оголтело ведутся на эту пропаганду. Просто, ну я понимаю, личной заинтересованности у кого-то там просто личная ненависть, какой-то антисемитизм такой внутренний. Но быть в одном окопе там, с Гайдаром Джемалем покойным там, или с Максимом Шевченки, там разные вот с этими, ну, мне кажется, это немножко позорно должно быть для любого чеченца, азербайджанца, даже с Гайдаром Джемалем, хотя Максим Шевченко вроде бы там замаслил азербайджанцев, там вроде бы, когда они кинули армян сейчас, то есть, ну как кинули? Они ничего не могли сделать. У них война в Украине. Их там Турция им там помахала сейчас. Турция же не боится, как раньше боялась Россию. И ничего не могли сделать. Ну и как бы армяне тоже уже сейчас не те. Армяне уже не пророссийские. Есть, конечно, пророссийские в Москве. Все как положено, как и было всегда. Но по большей части сейчас армяне, они стали прозападные, проамериканские. И ну, фактически тогда Россия ушла. Ну, ей дали пинка. Ну, азербайджанцы зашли и заняли Нагорный Карабах. И с тех пор немножко армяне обиделись на русских. Хотя надо было давно обижаться. Но только сейчас обиделись. Когда уже поняли, что их уже больше не защищают, больше им не помогают. Поэтому и сейчас люди, которые выступают за... Ну, я думаю, это больше антисемитизм. Здесь нету никакого вот этого понимания, что там людей убивают. Там, вот, я вот не могу, просто не перестаю повторять. Смотрите, я сижу здесь уже 6 лет, больше 6 лет. Я веду этот канал. Говорю, рассказываю, призываю всех. Вот эти люди, которые заходят, меня оскорбляют, там что-то за Палестину говорят, там пытаются там свою эту пропаганду. Им вот сюда вы влили эту пропаганду, и все, они дальше не анализируют. Их не было здесь, понимаете? Их вообще здесь не было. И поэтому я делаю вывод, как только включается вот эта пропаганда, эти люди просто как попугаи начинают ее повторять. Все. Да, есть, короче, старые, закоренелые антисемиты, которые хоть там, я не знаю, они будут строить супер там современные дома для арабов Палестины, для арабов сектора Газа, все равно будут евреев там обвинять. Такие есть тоже. И не только среди мусульман, даже не столько среди мусульман на самом деле. Здесь в Европе есть огромное количество, мы же знаем, что происходило в Европе буквально там 70-80 лет назад. Это же практически вчера было. Для истории это не срок. Поэтому здесь такие закоренелые есть антисемиты, которых ты никак не переубедишь.
А взрослый, старый человек, созревший человек, уже сформировавшийся человек, ну, он уже умрет с этим, понимаете, он ему, ну, если он клинический идиот, конечно, он с этими мыслями умрет, потому что, ну, его не переубедить, потому что, ну, как он всю жизнь верил в бред собачий, вы можете это понять? Ну, и вот такие вот вещи происходят. Поэтому 50% азербайджанцев или нет, я не знаю, никто не одобряет убийство детей. Меня сразу говорят, о, ты одобряешь убийство детей, как ты можешь там туда-сюда. Нет, я не одобряю убийство детей. Просто я, в отличие от вас, ну, я к этим обращаюсь, не одобряю убийство еврейских детей тоже. А вам вот эти еврейские дети, вы их почему-то забываете. Забывайте, просто не было этих убитых 1200 человек, не было. До этого там не было разных там нападений и так далее. При всем при этом нужно же в целом смотреть на картину, правильно? В целом, а не так вот взял поверхностно. Вот там евреи там разнесли какое-нибудь здание, там погибли люди. Ужасно, конечно, ужасно. Вот сейчас показывают ролик, едет мальчик на велосипеде, и там бомбят в здание, и вот эти осколки, там штукатурка, рамы там от окон, они все разлетаются, он на велосипеде, он чудом просто заворачивает, упал с велосипеда, забежал. Ну такая трагедия, везде, на всех каналах. Ну, покажите, вон, 17 человек позавчера в Одессе убили. Вчера целую семью убили. Сейчас я вам скажу. Почему об этом не показывают? Почему не показывают? Но с чем привыкли? А надо говорить то, что повторяет пропаганда. Просто мне вот за этих людей просто не то чтобы даже стыдно. Мне за них просто, я не знаю. И что самое интересное. Этих людей я не вижу здесь. Я имею все основания говорить об этом. Понимаете? Я занимаюсь конкретной информационной работой. Вот этих людей я каждый стрим, каждый раз призываю, выходите, работайте, проявляйте себя, делайте что-то. Их нет. Понимаете? За свой чеченский народ их нет. А вот тут им пропаганда промыла мозги, сказала надо, вот все, они выскочили. Ну, смешно. Вот смотрите, в ночь на 27 июня 2025 года Россия атаковала Одессу дронами. Один беспилотник улетел в 20-этажный жилой дом, что привело к гибели супружеской пары. Среди пострадавших были дети. Также в результате атак были повреждены жилые здания. Атака вызвала жертвы и разрушения. Днепропетровская область. 24 июня российская армия нанесла удар баллистическими ракетами по Днепру и его окрестностям. По данным украинских властей, в результате атаки погибло 17 человек. 186 получили ранения. Понимаете? В городе Самар, Днепропетровской области, в результате ракетной атаки 27 июня погибли 5 человек, 23 пострадали. Харьковская область, ну это уже за май, 30 мая, российские беспилотники атаковали троллейбусское депо в Харькове. В результате атаки по Харькову и области пострадали 9 человек, включая 2 подростков. Российские войска также атаковали село Васильев, хутор Чугуйской общины ударными дронами. Херсонская область. Но каждый день это происходит. Через день, раз в неделю. Постоянно долбят. Просто хотят запугать, сломать украинцев. Понимаете? Вот такие вот дела. Нам рассказывают там какой-то... Вот самое интересное, бесполезно, какие бы ты аргументы ни приводил, что бы ты ни доказывал им. Вот им пропаганда говорит, раньше были иудеи самые главные, евреи были главные, вот враги там, то все. Потом мы начали говорить, что вы не можете так говорить, это противоречит Корану вообще-то, что это люди Писания, вы не можете про иудеев ничего говорить.
И все равно продолжали. Потом какой-то Максим Шевченко, Максенки, там разные повылазили пропагандисты. Они говорят, сионисты. Они даже не знают, кто такой сионист. Вот ты спрашиваешь, что такое сионист? Он не может ответить на этот вопрос. Все, теперь главные сионисты у них. А кто такой сионист? В чем его беда, что он людоед, он детей ест, он в чем его? А сионист просто живи на своей земле, на своей родине. Вот вся его вина. Да, есть плохие, есть радикальные, есть там очень радикальные есть, разные есть среди любого народа есть. Но вот так огульно всех, не разбираясь, просто я удивляюсь, эта пропаганда, она такая мощная, вроде бы адекватные люди, вроде бы немножко, вроде смотришь, думающие люди, ты с ним разговариваешь, вроде адекват. Но ему пропаганда зальет мозги, все, он больше ничего не слышит. Все, вот он идет по этому. Ужас, просто ужас. Очень жаль. Очень жаль. Пашинян молодец, по мне правильную политику идет. Да, мне тоже нравится, как себя начал вести Пашинян. Я с тобой согласен, я хотел сказать, Аят вчера, Азербайджан публично показывает фашистскую Российскую Федерацию, кто они есть, также за сбитый самолет, и не только. Да, Азербайджан сейчас начал как-то активно себя проявлять, хотя Алиев это потомственный КГБшник, и, ну, не знаю я, не знаю. На самом деле, мне лично Алиев ничего плохого не сделал. Но то, что он вот КГБшники, власть передается по наследству у них, вот мне, что не соответствует как-то критериям демократии. Так, если азербайджанцев устраивает, то я их с этим поздравляю. Я тогда их тоже поддерживаю. Но в Европе почему многие эти митинги проводят в защиту Палестины, Норвегия, Ирландия, Испания, Швеция. Ну, как сказать, да, это правда. Здесь нужно признать, есть антисемитизм, он сохранился. Ведь судили только нацистов с Германии, а почему-то остальных нацистов особо не судили. Многие спаслись, идеология сохранилась, понимаете? И в этом плане, да, да, это есть. И знаете еще в чем проблема? Я считаю, что просто не объясняют людям. Не объясняют. А вот им видят, вот видят конкретно вот, война, вот сильный побеждает слабого. Израиль сильный побеждает вот этот сектор Газа, вот Хамас и там разные и так далее. И человек как бы подсознательно думает, ага, надо быть за слабого, если сильный побеждает, нужно быть за слабого. Плюс на это накладывается пропаганда, которую Россия просто заполоняет все живое вокруг просто. И люди поддаются, просто люди не понимают, что происходит. И нужно всю глубину раскрыть этой ситуации. Глубину надо объяснить, раскрыть, показать это все. Но это почему-то не делают. Ни евреи этого не делают, ни американцы этого не делают, ни здесь на Западе не делают. Вот, да, вот есть такая проблема, вот там бедные там жители сектора Газа, их бомбят там, и нам показывают кадры там и так далее. А давайте представим на минутку, что было бы, если бы евреи были бы слабыми. И все, и тогда будет все ясно. Вот, сейчас так все далеко зашло, что все было бы намного хуже, я думаю. Валейк салам, Шамиль. И все будет Ичкерия. Да я надеюсь, ты сегодня в хорошем расположении духа. Мы с тобой говорили об этом. Сейчас, подождите.
Говорили об этом, могу сейчас сказать. Многим азербайджанцам надо возвращаться в Азербайджан. Те, кто работает в госслужбу, пусть остаются в РФ. Ичкерия будет деоккупирована. Дай Бог, дай Бог, дай Бог, дай Бог. Эти любители заходят там, заходят любители. То, что у нас горизонтально, нас вообще не видно в Украине. Сейчас я посмотрю по аналитике. Нет, сейчас не показывает пока аналитику. Но гасят, да, гасят. Ну, в принципе, на самом деле, да пусть гасят. Даже если сейчас прекратить все, что я делаю, я уже все сказал. Я думаю, кто нужно, тот услышал. Поэтому пусть не слышат. Да. Главное, мы уже все высказали. Азан, то, что ты рассказал, это философия левых идеологий. Именно леваки делят людей не на правильных и неправильных. Не на правильных, а сильных и слабых. Потом уже, по их мнению, есть ты слабый, значит ты прав и наоборот. Но да, в какой-то степени это может быть и леваческая идеология, но, знаешь, это есть еще у немцев. Вот такое. Вот если ты позиционируешь себя сильным, то они уже как-то к тебе относятся как-то с осторожностью. А если ты, например, слабый, то тебя пожалеют, там, тебя там нужно пожалеть, там. Ну, это еще, знаешь, это не обязательно левацкое, может быть, это, знаешь, может быть связано еще с тем, что человеческая вот, психология и культура, например, может, с этим связано, с традициями, с культурой народа. В Европе все леваки за Палестину, а правые, наоборот, за Израиль. Ну, не сказал бы, что я правый за Израиль. Нет, не совсем. Просто, ну, в Германии это как бы не очень, как бы, приветствуется, я так скажу. Потому что, ну, как бы это вообще считается не камильфо здесь. А в целом в Европе правые, они против Израиля высказывают антисемитские разные нападки, есть, да, это есть. Но делают не в том, что они жалеют там, арабов Палестины, арабов сектора Газа и так далее. Дело, что они просто евреев не любят. Вот и все. Хоть что бы они там делали, они бы там золотые там дворцы строили бы, все равно евреи плохие для них были бы. Поэтому в этом смысле как-то так, на мой взгляд. Ну, США может быть, США может быть. В США демократы левые за Палестину, а республиканцы за США, за Израиль. Ну, да, возможно. И то там, и тоже поделены они между собой. Ну, и республиканцы не все правые. Они, да, консерваторы, но они не то чтобы правые, хотя, да, консервативные. Есть демократы, которые за Израиль топят конкретно, а есть республиканцы, которые против Израиля топят. Тоже есть. Ну, сам факт, знаете, что Израиль это мировой такой фактор. Нравится кому-то это, не нравится. Любят их, не любят их.
факт остается фактом. Это мировой фактор. Это небольшой народ, который имеет очень важное значение. И, ну, к сожалению, не все у них хорошо, но дай Бог, чтобы было и мирно, и спокойно, и хорошо. Ну, может быть, да, может быть, и так, как ты говоришь. Так, давайте почитаем. Смотрите, что говорит наша Германия. Нельзя недооценивать военную угрозу Российской Федерации для ФРГ, считает министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль. Российская агрессивная война против Украины остается самой большой угрозой безопасности в Европе и важнейшим вопросом внешней политики Германии, сказал он в интервью издания медиагруппа Функе. А почему российская агрессивная война против Украины? А почему не украинская война, говорят? Ну, вы не задумывались, почему чеченская война, говорят, а тут российская агрессивная война против Украины. Решение недавнего саммита НАТО в Гааге об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП Вадефуль назвал правильным и необходимым. Путин беспорядочными бомбардировками пытается подорвать моральный дух украинцев. Свобода Украины – важнейший тест на нашу стойкость как европейцев, добавил немецкий министр. Россия также напрямую угрожает нашей мирной и свободной жизни в Германии. Господи, благослови Германию. Наконец-то эти люди начали понимать, что происходит. Просто это надо было понять лет 20 назад. Немецкие социал-демократы призывают немедленно запретить РДГ. За инициирование процедуры запрета правоэкстремистской партии проголосовали все члены съезда СДПГ. Заявление планируется подать в Федеральный конституционный суд, однако сделать это могут лишь Бундестаг, Бундесрат и правительство ФРГ, отмечают немецкие медиа. Коллеги СДПГ по правящей партии блок ХДС-ХСС отклонили предложение, поэтому социал-демократы будут пытаться продвинуть инициативу через Бундесрат с помощью представителей федеральных земель, где СДПГ участвует в коалиции и имеет большое влияние. Пока СДПГ планирует ждать решения федерального ведомства по охране Конституции об однозначном признании партии «Альтернатива для Германии» как правоэкстремистской, заявил лидер социал-демократов Ларс Клингбайл. Весной ведомство уже признавало партию таковой, но АДГ подало апелляцию, так что разбирательства продолжаются. Когда Илон Маск скинул руку в нацистском приветствии, и тогда такое второе дыхание появилось, я думаю, ну, американцы что-то делают, что-то понимают в этом деле. Сейчас я понимаю, что хоть и много людей поддерживали, особенно в связи с мигрантами, там, вот с этой ситуацией, я вижу, что АФД представляет угрозу, особенно с учетом вот этих терактов, диверсий, поджогов, нападений. К большому сожалению. Так, одну секунду. Надо провести один эксперимент, друзья. С вашей помощью. Вы же не против помочь мне?
Одну минутку. Одну минуточку. Так, друзья, смотрите, я сейчас выключу и на этом же канале заново войду. Я всех, вот нас 30 человек, прошу вас всех зайти заново, хорошо? Извиняюсь за неудобство, но мне нужно провести один эксперимент. Благодарю.